Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Катерина Кочкина. Сегодня в программе. Дети кыргызстанских чиновников и депутатов кичатся роскошью в Инстаграме. Вопрос, откуда деньги на дорогие машины, часы и заграничные поездки, пока остается без ответа. Прокуратура, если бы они действительно были независимыми органами, должны были этими вещами заинтересоваться. Без подъемников под пулями Талибана на горнолыжные склоны. Афганские любители скоростных спусков готовы жертвовать всем ради любимого спорта. К тому моменту, когда мы достигаем вершины, мы чувствуем себя усталым, и часто нам уже не до катания на лыжах. Загнанные в угол. Лагерь беженцев на сирийско-турецкой границе. Специальный репортаж программы. Русские? Не знаю даже, что сказать. Я их не люблю, русских. Из-за них я потеряла ногу. Легко ли быть единственной женщиной-таксисткой на весь дагестанский Дербент? Общество осуждает, клиенты говорят о высоком качестве сервиса. С детьми спокойно ехать и не волноваться за то, что где-то скорость даст, где-то там на кого-то наорет, накричит. Дорогие яхты, часы за 50 тысяч долларов. Даже в кризис золотая молодежь Кыргызстана живет не хуже детей богатых родителей из других стран. Престижными гаджетами и известными брендами в соцсетях хвастают и дети чиновников. Наш корреспондент Жибек Бегалиева смогла встретиться с некоторыми родителями звезд Инстаграма и узнать, как можно проработать всю жизнь на госслужбе и отправить детей учиться в Америку. Выставлять свое благополучие на показ не стесняются и дети чиновников. И, судя по их аккаунтам, госслужба не такое уж неблагодарное дело. Их отпрыски хвастают в социальных сетях действительно статусными вещами. Вот, предположительно, часы швейцарской марки «Хаблот» стоимостью в 43 тысячи долларов. При этом сын заместителя председателя таможни Раимбека Матраимова позирует на фоне бассейна «Инфинити» в сингапурской гостинице. Самый дешевый номер в которой стоит $600 в сутки. Подросток также выкладывает фотографии с тренировок в дорогих школах футбола команды «Арсенала» в Великобритании и в Дубае. Сам Раимбек Матраимов с говорящим прозвищем «Раим Миллион» человек непубличный. Интервью не дает и журналистов избегает. Широкой общественности имя таможенника стало известно в 2010 году, когда в интернет попала запись телефонного разговора якобы тогдашних членов Временного правительства. Атамбаев в отношении Бекназарова говорил, что это у тебя воры, и я их не допущу к таможне. А Бекназаров говорил, что я вот в отношении твоего вот этого, Кулматова и Матраимова, сейчас возбужу уголовные дела, потому что они воры. Это было открыто, опубликовано, вся общественность об этом знала, увидела, прочитала эти фамилии, но никакой реакции не было. Дети таможенных чиновников в Инстаграме вообще звезды. 16 тысяч подписчиков у дочери Кадыра Кенешева, заместителя железнодорожной таможни «Северная». Дольче и Габбана, Мерседеса, БМВ даже в кризис фетиш золотой молодежи не меняется. К дорогим авто в придачу запрещенные спецсигналы. Так дочь таможенника прокатилась по одной из центральных улиц на своей свадьбе. Дети милицейских чиновников социальные сети тоже любят. Дочь и сын замминистра внутренних дел Курсана Асанова, студенты университета Массачусетс, сами рассказывают, для того, чтобы жить и учиться в Бостоне, придется тратить около 50 тысяч долларов в год. Из них 30 тысяч – плата за учебу. И даже генеральская зарплата Асанова на это явно не хватило бы. Вы всю жизнь в милиции работали, да, по-моему, даже в структурах? Так получилось, да. Ну, в принципе, не у всех людей, кто на госслужбе работает, есть такая возможность. Я начинал от сержанта, да, вот здесь стоят все командиры спецназа по нашим республике, да. Я начинал от простого молодого бойца, дослужил до генерала. Это благодаря Богу, благодаря нашим родителям. По словам замминистра, сын и дочь отличники, поэтому оба получили скидки на обучение. Дети, знаете, какие? Они сами учатся на отлично, в школах учатся, и в данное время университеты тоже учатся на отлично. Талантливыми и способными оказались дети многих крупных чиновников. Кто-то поет песни, снимая за границей клипы, у кого-то хобби поскромнее. Но большинство из них ведут не такой образ жизни, как их обычные сверстники. Конечно же, в данной ситуации государственная кадровая служба, прокуратура, если бы они действительно были независимыми органами, должны были этими вещами заинтересоваться, разузнать, узнать, и это достаточно легко делается, но этого не происходит, к сожалению. Несмотря на то, что официальные данные о доходах большинства чиновников не сходятся с реальными, проверять их, скорее всего, никто не будет. Возможно, потому что сами правоохранительные органы тоже считаются одними из самых коррумпированных структур. Жибек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.
Нурсултан Назарбаев посетил Алма-Ату. Для президента в бывшей столице подготовили разнообразную программу. В частности, он посетил первый в стране гипермаркет французской сети «Керфур», который был построен на месте алматинского хлопчатобумажного комбината. Все равно круассаны – это опасно, но вкусно. Во время экскурсии по магазину президента заверили, что более половины продаваемых товаров отечественного производства. Назарбаев даже совершил личные покупки и поговорил с продавцами. Что продает? Овощи, фрукты. А? Овощи, фрукты. Несешь беру? Она грязная, тут не грязная, да? Ну, потому что она не мытая. Ну, из-за этого цена дешевле? Это лучше, чем мытая? Да. Чистая. Каждая хозяйка может ее почистить. А моют чем мы моют? Шампунем, что ли? Также во время своего визита президент Казахстана распорядился снести несколько коттеджных поселков, построенных в заповедных зонах города, и устроил разнос местным чиновникам, которые отказываются отвечать русскоязычным гражданам страны на русском языке и делают это исключительно на казахском. Если гражданин обратился на русском, значит, ответ тоже должен быть предоставлен на русском. Того, кто так отвечает на казахском, тому, кто спрашивает на русском, того уволить показательно. Крупнейшая в Европе сеть торговли модной одеждой H&M объявила о полном отказе от закупок хлопка, производимого в Туркменистане. Причина – использование детского труда на туркменских хлопковых плантациях. В официальном заявлении компании по этому поводу говорится, что все работающие с H&M фабрики обязаны отказаться от закупок туркменского хлопка. В противном случае сеть обещает прекратить с ними сотрудничество. Запрет также распространяется на хлопок из Сирии. От узбекского же хлопка в H&M отказались еще в 2012 году по этим же причинам. Афганистан – это географическое название вряд ли приходит в голову любителям горнолыжного спорта. Между тем, многие жители этой консервативной страны, в том числе и женщины, осваивают снежные склоны провинции Бамьян. В последнее время там появились европейские искатели острых ощущений. Любите острые ощущения? Любите прокладывать новые спуски в местах, до которых сложно добраться? Добро пожаловать в Бамьян, афганский горнолыжный курорт. Я катаюсь на лыжах, потому что у меня есть к этому талант. Я люблю это занятие с детства. В течение 1500 лет эти горы в центральной части Афганистана были известны двумя гигантскими статуями Будды, высеченными в скалах. В 2001 году талибы объявили изваяния идолами и взорвали их. Спустя 15 лет после падения талибов афганские власти решили, что горы Бамьяна должны прославиться чем-то другим. Чиновники видят большой потенциал в лыжном туризме. Бесстрашные лыжники идею поддерживают. Катание на лыжах – мой любимый спорт, и каждый год я принимаю участие в лыжных соревнованиях в Бамьяне. Я призываю других афганских женщин не сидеть дома, а наслаждаться их любимым видом спорта. Я люблю лыжи, это весело. Но есть на горнолыжных трассах Бамьяна как минимум одна большая проблема – нет лыжных подъемников. В обмен на часовой пеший подъем вы получите лишь 2-минутный всплеск адреналина во время спуска. Мы тратим почти всю нашу энергию, поднимаясь на склоны. К тому моменту, когда мы достигаем вершины, мы чувствуем себя усталыми, и часто нам уже не до катания на лыжах. Отсутствие подъемника, стандартного оборудования или специальной одежды смущает далеко не всех местных любителей прокатиться с ветерком. Моя семья не против, что я катаюсь на горных лыжах. Наоборот, они даже поощряли меня и поддерживали на соревнованиях. В отличие от многих других мест в религиозном Афганистане, женщины Бамьяна имеют относительную свободу. Моя дочь любила кататься на лыжах с раннего возраста. Каждую зиму, если только в Бамьяне есть снег, я привожу ее на лыжные склоны и жду в машине. Иногда по 3 часа, пока она не закончит, и затем увожу ее домой. Я оплачиваю все расходы. Горнолыжники из Бамьяна пытаются выйти и на международный уровень. В турнире, организованном швейцарским клубом «Бамьян», афганские спортсмены соревнуются с европейскими. В Бамьяне сейчас относительно безопасно, но в других провинциях страны продолжается гражданская война. Путешествия по Афганистану часто сопряжены с риском для жизни.
Тем не менее, для преданных афганских поклонников горных лыж самый большой страх – это страх остаться без любимых горных склонов. Дарья Кудрявцева, «Настоящее время. Азия». Далее в программе. Загнанные в угол. Лагерь беженцев на сирийско-турецкой границе. Специальный репортаж программы. Русские? Не знаю даже, что сказать. Я их не люблю, русских. Из-за них я потеряла ногу. Легко ли быть единственной женщиной-таксисткой на весь дагестанский Дербент? Общество осуждает, клиенты говорят о высоком качестве сервиса. С детьми спокойно ехать и не волноваться за то, что где-то скорость даст, где-то там на кого-то наорет, накричит. Новый виток войны в Сирии. Турция бомбит позиции курдских повстанцев, расположенные в пригородах Алеппо. В этих районах уже сражаются войска Башара Асада и сирийская оппозиция. Все это происходит на фоне авиаударов российской и сирийской авиации. По данным ООН, только за первые 2 недели февраля беженцами стали более 70 тысяч человек. Люди бегут семьями. Кому-то удается добраться до лагеря, а кто-то погибает в дороге. А беги со смертью наперегонки – Шахида Якуб. Сирийские беженцы выстраиваются в очередь за едой в одном из лагерей на турецко-сирийской границе. В поселке Баба-Салам уже 8 таких поселений, которые опекают турецкие гуманитарные организации. По мере того, как армия Башара Асада при поддержке российской авиации продвигается к Алеппо, тысячи людей бегут к границе с Турцией, спасая свою жизнь. Мы бежали в Баа, по дороге бомба попала в школу. Осколок попал мне в ногу. Доктор сказал, что если не ампутируют, то начнется гангрена. Фатма добралась до лагеря 10 дней назад, когда российские самолеты стали бомбить город Мине. Бежали всей семьей, 15 человек. В этой войне Фатма потеряла 2 сыновей и сама сейчас стала инвалидом. Русские? Не знаю даже, что сказать. Я их не люблю, русских. Из-за них я потеряла ногу. Не люблю я их. Из-за них я теперь инвалид. Все могут двигаться, ходить, а я беспомощна. В этом лагере живет более 10 тысяч человек. Многие из них дети. И на вопрос, почему они здесь, они отвечают просто. Из-за российских самолетов. Они бросали в нас бомбы. Они ничего не оставили. Ни мечети, ни гражданских, ни домов, ничего. Независимых подтверждений о том, что именно российская авиация бомбила эти районы, пока нет. Махмуд бежал из города Тель-Рифат, где сирийская оппозиция под авианалетами сражается против курдов и армии Асада. Русский медведь. Каждый второй день. Иногда каждый день. На Тель-Рифат упало более 400 бомб, и это в течение 10 дней. Условия в лагере критические. Для новоприбывших не хватает палаток, у людей есть только самое необходимое. Туалетов нет. Мы в одной и той же одежде ходим каждый день. Турция находится под большим давлением. Евросоюз призывает ее открыть границы и впустить беженцев на свою территорию. Но турецкие власти утверждают, что уже приняли более 2 миллионов человек и не в состоянии справиться с наплывом. Все, что остается делать этим людям, это ждать. Им кажется, что их единственная надежда – это Бог. Шахида Якуб, Роман Кубка, Газиантеп, Турция. Известная писательница Людмила Улицкая представила в Праге только что переведенную на чешский язык книгу «Зеленый шатер». На презентации был полный зал и гремели аплодисменты. А перед встречей с читателями Людмила Улицкая согласилась рассказать настоящему времени о том, почему для нее было важно представить «Зеленый шатер» именно в Чехии, а также о том, почему в 1968 году она не вышла на Красную площадь в знак протеста против ввода советских танков в Прагу. С писателем поговорил наш корреспондент Вадим Кондаков. Что вызывает у вас негативную резкую реакцию, отторжение? Что происходит? Вы знаете, это Крым, Украина, Сирия, знаете, война? Что то, что у меня вызывает резкое отторжение, я это, честно говоря, не впускаю в свою жизнь. Я не слушаю, у нас телевизор работает только по одному поводу, когда там ползут какие-нибудь гады, прыгают кролики. Мой муж очень любит программы про животных. А русское телевидение я смотрю только, когда я за границей, включаешь канал, это официальные эти 3 канала, это и немедленно выключаешь, потому что это невыносимо. Это просто невыносимо.
Вот, поэтому я не могу сказать, что я допускаю это сильно в свою жизнь. Все-таки информацию сегодня мы получаем в основном из компьютера, и в компьютере мы сами регулируем кнопку, что мы смотрим, что мы слушаем и что мы не слушаем. Вот, поэтому, кроме того, я себя стараюсь удерживать от гнева, раздражения, ненависти, но всех тех эмоций тяжелых, которые могут возникать в связи с сегодняшней политической жизнью. И я как-то пытаюсь сохранить баланс и пытаюсь жить так, как я всегда жила, то есть в окружении любимых друзей, с книгами, с работой, которая мне нравится, и не сильно впускать этот, так сказать, этот поток мутный в свою жизнь. Ну, своего рода, конечно, это иммиграция такая. Ну, не совсем так, потому что я все-таки живу в этой стране, в этом городе. Я хожу в магазин «Пятерочка», как все мои соседи, и на рынок, на Ленинградский. Я все это не может меня не касаться. Вот, и, там, не знаю, ремонт, который делают в доме, какая-то компания чудовищная, и обдираловка, и воровство, которое... сказать, ну, постоянно ты с этим сталкиваешься. Конечно, это ко мне имеет тоже отношение, потому что я в этой стране живу, я ее гражданин. Но моя ситуация пожилого человека, пенсионера, человека, который, вообще говоря, всю свою жизнь отстраивался от государственной работы. Я практически избранник судьбы, потому что я очень рано поняла, что я не хочу, что я хочу жить жизнью богемы и фрилансера, как, собственно говоря, и получилось. Вот, поэтому я не очень включена эмоционально в это. Я отдаю себе отчет в том, что происходит. Мне это крайне не нравится. Я могу об этом говорить спокойно. Пены у рта нет. Многодетная мать из Нижегородской области продолжает борьбу с администрацией города Выкса, которая изъяла по суду землю, выделенную семье под строительство дома. Наталья Колоколова уже стояла в одиночном пикете с обращением к Владимиру Путину, а теперь судится, чтобы вернуть собственность своих детей. Кому в Выксе нужнее земля, в нашем следующем репортаже. Четвертый год многодетная мать Наталья Колоколова борется за свою землю и свои права с государством. Администрацию округа, где живет ее семья, сначала выделила им участок в чистом поле, без дорог и коммуникаций. Наталья начала судиться с чиновниками, чтобы инфраструктурой их обеспечивали по закону, но вместо этого у женщины забрали землю. Данный договор не продлен ни одной стороной. И, соответственно, данный земельный участок, согласно земельному кодексу, должен быть изъят у арендатора. Наталья утверждает, о необходимости письменного заявления для продления договора ее не предупреждали. В моем договоре написано, что я, если имею вот такую бумажку разрешения строительства, имею право на продление. Вы это должны были что-то предпринимать по данному договору? Что вы должны были? Уведомление. Зачем? И на этот раз суд отказал многодетной матери в удовлетворении иска. Она настаивает, администрация изъяла землю намеренно, в наказание за ее активную позицию. Если не начать строительство на участке, государство имеет право его забрать. Но как строить без коммуникаций и дорог? А главное, как без этого жить? Я не добиваюсь вот кровожадности или крови какой-то. Я никого не хочу посадить. Я просто хочу, чтобы мои дети ни в чем никогда не нуждались. Семья Олеси Курдюмовой получила участок в 2012 году. Коммуникаций не было, но за стройку взялись. Новоселья не случилось. Дом сгорел. Чиновники говорят, чтобы не потерять землю, нужно срочно строить новый. Мы вновь должны построить жилой дом, чтобы этот участок нам достался в собственность. Такие случаи не редкость. Других соседей Натальи для продления аренды заставили поставить фундамент. Предложенный срок замглавы администрации был очень жестоким. 5-дневный срок. И вот представьте, многодетная семья где-то должна была изыскать финансовые средства, дабы вот только лишь чтобы продлить вот этот срок аренды. 2 года назад женщина продала однокомнатную квартиру, потратила материнский капитал и купила у администрации другой участок со всеми коммуникациями. Я не останавливаюсь ни перед чем, чтобы все-таки докопаться до истины. Ответа самого президента хочется по данному вопросу. Останавливаться в борьбе за положенную ей от государства землю женщина не собирается, но думает, что с учетом всех бюрократических проволочек ее дети вырастут быстрее, чем она добьется справедливости. Это дом моей мечты! Андрей Горелов, Елена Симашова. Для настоящего времени.
В российском Дагестане женщина за рулем такси – настоящая сенсация. Традиционно в этом мусульманском регионе перевозить людей за деньги – работа мужская. Наша съемочная группа встретилась с одной из первых таксисток Махачкалы. Екатерина Пономарева о непростой женской доле за рулем. Я так иногда эксклюзивный товарищ редко выезжает. Она на дорогах Махачкалы действительно товарищ эксклюзивный. Загра Мутаева 8-й год работает таксисткой. С тех пор, как на пенсию вышла. Для патриархального Дагестана такой выбор профессии – вызов традициям. Ей бы с внуками дома сидеть. Но Загра давно идет своей особой дорогой. Я работала бухгалтером, но однако все равно предпочла ездить. Я 16 лет работала на скорой. Ну, видимо, скорость – это мое хобби. И независимость, чтобы ни от кого не зависела сама себе. Загру можно назвать ветераном женского автодвижения Дагестана. Баранку она крутит с 1975 года. И за это время научилась рулить наравне с мужчинами, не обращая внимания на их предвзятые отношения. А многие относятся, это такое ощущение, как будто у них отобрали кусок хлеба. Что это было пожизненно мужское, видите ли, сейчас женщине. А я отношусь к мужчинам нормально, спокойно. Это работа, это к коллегам я отношусь. А если кого-то это задевает, могут написать мне жалобу, я подпишу. Загра наработала и свой круг клиентов, точнее клиенток. В основном этажом состоятельных мужчин. Говорит, со многими из них она уже сдружилась. Часто возит их и на дальние расстояния. Любит дорогу на Кисловодск и Пятигорск. И они даже меня, когда приезжают туда, они отпускают. Мы не хотим ночью, чтобы ты уехал. Вот остаемся ночевать. И спрос на таксистов в Юбке в республике, похоже, растет. Часто номер Загры берут мужчины, чтобы доверить перевозку детей, жен и сестер. Вот такая сексуальная дорожная революция. Спокойно едет, можно с детьми спокойно ехать, с семьей ехать и не волноваться за то, что где-то, да, где-то скорость даст, где-то там на кого-то наорет, накричит. Такое как бы с женщинами, я думаю, случается очень редко, если случается вообще. Коллег-таксисток у нее в последнее время прибавилось. На всю Махачкалу наберется больше десятка. Но такое перестроение на дороге не по правилам религиозным, говорят хранители мусульманских традиций. Хотя ислам дозволяет женщинам рулить наравне с мужчинами, в мечетях дорожную эмансипацию не одобряют. Если испортится транспортное средство, ей придется как-то контактировать с посторонними мужчинами. И из-за этого вот шариат и ученые, они более склонны к тому, чтобы лучше женщина отправлялась куда-то, выезжала и автомобилем управлял ее муж, брат. Вот и сами таксисты вроде бы и готовы уступить дорогу женщинам, но лучше, говорят, оставить все по-старому. Так как-то привычнее. Ну, это что, дело хозяйское. Если женщина, она шустрая, бывают женщины такие, которые любят технику, уважают технику, ездят аккуратно. Тут работать сейчас выбирать не приходится. Нужно семью кормить. Поэтому не от хорошей жизни, наверное, они тоже за рулем сидят. Загра на это только смеется. За руль, говорит, садилась по большой любви, а не от плохой жизни. Мужская профессия не мешает ей быть хорошей мамой сыну и дочери и бабушкой 5 внукам. В их семье любовь к дороге, кажется, передается по наследству. Вот внучка-первоклассница недавно заявила, что тоже мечтает сесть за руль. Екатерина Пономарева. До настоящего времени. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Хороших выходных. Всего доброго.